Выпускники школ в эти дни в поисках своей будущей профессии. В вузах и СУЗах страны и республики началась приемная кампания. Об изменениях в правилах приема, о том, какие специальности будут востребованы в будущем, а какие профессии могут исчезнуть и на что нужно обращать внимание абитуриентам и их родителям. Обо всем этом и не только мы поговорим с заместителем министра образования и науки республики Нюргуной Соколовой. Нюргуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начала ли работу уже Центральная приемная комиссия среднего профессионального образования? Да, уже который год подряд мы летом, в июле, в августе открыли работу Центральной приемной комиссии. И уже вот с 25 июля Центральная приемная комиссия работает. В этом году у нас представлено 19 профессиональных образовательных организаций, которые будут набирать на 2678 бюджетных мест. Центральная приемная комиссия – это когда здесь, в городе Якутске, ведут прием абитуриентов колледжей и техникумы, расположенные в районах и улусах нашей республики. Потому что общедоступность нам необходимо обеспечивать, а зачастую доехать до какого-то крайнего, далекого улуса бывает трудно абитуриенту и их родителям. А также в этом году у нас есть новшество. Кроме того, подачи документов в Центральную приемную комиссию, абитуриенты могут попытаться сдать документы в электронной форме через портал государственных услуг Е-Якутия. Вы упомянули, что свою работу ведет набор в 19 учреждениях. Это, я так понимаю, не только в городе Якутске, но и в других районах республики. Если в целом по среднему профессиональному образованию нашей республики говорить, то существует 48 профессиональных образовательных организаций, которые ведут реализацию программ среднего профессионального образования. В основном, конечно, они концентрированы здесь, в городе Якутске. Это 22 образовательные организации, а остальные расположены в 24 улусах нашей республики. Так, и Центральную приемную комиссию приехали те, которые хотят провести прием здесь, в городе Якутске. По информации, которая у нас имеется на сегодняшний день, поступило около 13 тысяч заявлений. Это на данном этапе по сравнению с предыдущими годами много или мало? По сравнению с прошлым годом, да, есть увеличение, порядка 700, на 700 заявлений больше, да. А в целом, нужно сказать, что это принятые традиции, когда сейчас завершается прием документов в вузы. Так, и после этого абитуриенты уже при завершении приема документов, а также при этапах зачисления будут уже ориентироваться в колледжи и техникумы. На 700 заявлений больше, это получается динамика есть, и в связи с закрытием приемных комиссий в вузах основной поток еще будет в августе месяце в СУЗы. Да, все правильно. Какие изменения внесены в порядок приема на обучение? В этом году порядок приема учреждения среднего профобразования претерпел изменения в части конкурса. Да? Если, нужно понимать, что СПО у нас общедоступно, да? Но если появляется конкурс при зачислении, да, то преимущественное право будут иметь те абитуриенты, у которых есть целевой договор с предприятием. Так? И второй по рейтингу будет рассматриваться портфолио абитуриента. Да, это участие его в конкурсах профессионального мастерства, в том числе WorldSkills и Abilimpics. Где абитуриенты и их родители могут получить информацию о зачислении, о том, какие документы требуются и о том, какие специальности открыты для набора в СУЗы? Для каждого родителя, наверное, и нынешнего, и будущих абитуриентов нужно понимать, что, знать определенные даты. Да? Это 1 марта, когда на сайтах всех колледжей и техникумов страны публикуются их правила приема, утвержденные директором колледжа. Так? И тогда же публикуются формы заявлений, договоров и иных бланков. 1 июня это срок, когда на сайтах колледжей появляются уже цифры приема. Да, по какой специальности, сколько бюджетных мест, сколько платных мест, сколько мест будет в общежитии, и иные уже количественные показатели. Так? И приемная кампания начинается с не позднее 20 июня.
да, и в обязательном порядке в каждом колледже страны должен работать стационарный телефон, да, сайт, как я уже говорила. А для удобства абитуриентов у нас в республике есть, значит, уже появившаяся тоже новая традиция. Это телефон горячей линии, когда любой может позвонить, и в министерстве специалист ему ответит. И эти даты из года в год, получается, неизменны. Да. Это удобно. Какие специальности наиболее популярны в последнее время в СУЗах и в целом, куда можно поступить после 9 класса? Ну, наиболее популярные среди абитуриентов, конечно, специальности, скажу, такие, которые также являются востребованными на рынке труда, это сестринское дело. При этом в связи с востребованностью здесь большое количество бюджетных мест, их порядка 435 по республике, так? И при этом конкурс тоже высокий по данному направлению. Среди профессий можно, значит, выделить мастера по ремонту автомобильного транспорта. Тоже это массовая профессия, востребованная среди населения и абитуриентов. Тоже более 300 бюджетных мест ежегодно у нас принимается. А если мы говорим о конкурсе, то на сегодня, значит, конкурс большой, традиционно в Якутский педагогический колледж, Якутский медицинский колледж и Якутский финансово-экономический колледж. В прошлом году, допустим, в финансово-экономическом колледже по специальности финансы на 25 бюджетных мест было подано заявление от 60 выпускников с, так скажем, золотой медалью, да, отличников. При этом, значит, поступили тоже все отличники на 25 мест. Поэтому вот из года в год, в принципе, у нас может картина меняться, да, но востребованные, вот, популярные, конечно, остаются. Это и сфера социальная, это, как я уже упомянула, сестринское дело и образование, да, и, значит, технические направления, это сварщики, автомеханики. А тогда какие новые профессии появляются в последнее время и становятся ли они востребованы среди молодежи? Новые профессии, да, ежегодно появляются, так же, как и исчезают некоторые невостребованные. В первую очередь при формировании плана приема мы ориентируемся на рынок труда, на развитие экономики. И, конечно же, среди них самые востребованные – это направления технические, это добыча полезных ископаемых, если мы говорим об отрасли, да, и те изменения, которые происходят у нас вообще в целом республике. Да? Таким образом, в этом году открыты 6 новых профессий и специальностей, среди которых можно отметить, вы, наверное, уже слышали об скором открытии Жатайской судоверфи, сейчас идет строительство, и необходимо будет нам обеспечить порядка 700 людей с определенными квалификациями. Да? Поэтому с этого года мы начали прием в Жатайский техникум по профессии докер-механизатор. Таким же образом, экологическая обстановка тоже является одной из важных составляющих. В Верхневилюйском техникуме в этом году будет открыта профессия лаборант-аналитик. Строительство тоже очень популярные направления. Здесь уже приходят информационные технологии. Поэтому в этом направлении тоже будет открыта новая специальность. Ну и в колледже связи и энергетики будет открыта новая специальность по информационной безопасности. И нужно отметить, что данные направления у нас являются, да, популярными среди абитуриентов, потому что, значит, они будут гарантированы рабочими местами в первую очередь, да. Ну, недавно, значит, открылись пассажирские перевозки. И в связи с его открытием в транспортном техникуме сейчас наблюдается всплеск приема заявлений от абитуриентов. Есть большой интерес у населения, ну и, конечно, есть востребованность в рабочих кадрах. Давайте тогда немного заглянем в будущее. Нас смотрят родители не только выпускников 9 и 11 классов, но и те, которые учатся в 5, в 6, и им нужно задумываться о своих будущих профессиях. Возможно ли предположить, какие в следующие несколько лет будут популярны профессии, востребованы, а какие исчезнут вовсе?
Есть такое понятие, как атлас будущих профессий, да, в котором тоже можно узнать, какие профессии будут у нас вымирать, какие будут появляться новые. Да. Также есть научные разработки, когда тоже делается прогнозирование. Есть даже видение, что в будущем будут востребованы космические гиды. Да. Это тоже, наверное, одно из направлений. А сейчас, если мы смотрим национальные проекты, это и национальный проект образования, и кадры для цифровой экономики, да, то в основном сейчас школьникам и их родителям, а самое главное, наверное, школам и центрам доп. Образования необходимо ориентироваться на базовую подготовку по математике, информатике, по дисциплинам технологии, да, которые будут ориентировать на будущие востребованные профессии. Тогда давайте на эту тему немного более расширенно поговорим. На что вы еще посоветуете обратить внимание абитуриентам и их родителям при выборе будущей профессии в первую очередь? В первую очередь, как вы правильно отметили, это востребованность, да, профессии, специальности, куда он пойдет работать и чем он будет заниматься, какая зарплата у него будет, да, где он будет жить. Конечно, это все обсуждают абитуриенты вместе со своими родителями, да, изучают рынок труда. Если мы говорим о системе образования, то, приходя в образовательное учреждение, в первую очередь нужно смотреть на наличие и соответствие лицензии и аккредитации, а также устава, да, и условий, которые предлагаются в колледже и техникуме. Давайте тогда поговорим вот о чем. Мы уже обсудили, что на сегодняшний день 13 тысяч заявлений было принято. А каков в целом план на этот год? Всего за счет бюджета республики будет принято 6422 места, да? Среди них на базе 9 классов 3030. Если мы говорим о сравнении с предыдущими годами, то уровень остается на одном уровне. Да, при этом, как мы уже отмечаем, востребованность среди абитуриентов повышается понемногу. Да? И увеличивается средний балл поступивших. Как вы знаете, при поступлении в колледжи и техникумы вступительные испытания не всегда необходимы, осматривается средний балл аттестата. Нюргуна Афанасьевна, спасибо за беседу. Я напомню, что мы говорили о приемных комиссиях в СУЗы с заместителем министра образования и науки Нюргуной Соколовой. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.